Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В регионе осуществлена полная централизация государственных закупок товаров, работ и услуг заказчиками республики, которая позволяет проводить единую политику в данной сфере. Такой подход дает положительные результаты в части профилактики и устранения нарушений законодательства о контрактной системе и достижения экономики бюджетных средств. Гость нашей студии, с которым мы об этом поговорим, директор Центра закупок республики Алексей Попов. Алексей Юрьевич, здравствуйте, я вас приветствую. Расскажите, пожалуйста, про учреждение, какие задачи решает в настоящее время Центр закупок. Да, здравствуйте, в первую очередь, наверное, уважаемые телезрители. Значит, Центр закупок, он был создан в 2018 году. До этого существовал Государственный комитет по регулированию контрактной системы. И основные наши задачи, да, то есть это централизация закупок, определение поставщика, исполнителя, подрядчика, то есть проще, наверное, более доступным языком я буду, наверное, сегодня говорить. Это значит определение победителя, да, то есть процедурные вопросы, они достаточно непростые, то есть участников очень много, и, соответственно, по разным процедурам необходимо нашим комиссиям выявить победителя, да, то есть, соответственно, это рассмотрение документов участников, ну и другие требования, которые у нас требуются по законодательству 44-му федеральному закону. Это основная задача. Ну и основная еще, наверное, я просто основные назову. Это оказание помощи нашим заказчикам, их около 400, да, то есть заказчиков, это разные ведомства, бюджетные учреждения, казенные учреждения, министерства. И, соответственно, следующее, наверное, достаточно такое серьезное наше направление – это профилактика, так скажем, ошибок и нарушений наших заказчиков. То есть, если возьмем прошлый год, у нас на доработку только было направлено около 7 тысяч заявок, да, то есть они содержали какие-то ошибки, какие-то нарушения, и они были нами направлены на доработку. То есть они были или изменены, или дополнены, или, то есть в соответствии с 44-м федеральным законом. Ну и, конечно, у нас еще основное тоже это методическая и консультационная работа, да, то есть не только заказчиков, но и участников, да, то есть это предприниматели, индивидуальные предприниматели, то есть они могут к нам обратиться, если у них есть какие-то затруднения, какие-то, так скажем, какая-то помощь при подаче заявки, то они могут за консультацией к нам обратиться, и мы, согласно нашему уставу, обязаны до размещения извещения помочь в этом вопросе. Ну, вот вкратце, наверное, ну и еще, конечно, еще хотелось бы отметить, что работа с заказчиками у нас ведется именно по составлению типовой документации, да, чтобы не было у них ошибок, проект контрактов. Закон у нас очень динамично меняется, очень много изменений в части самого 44-го федерального закона. Есть очень много подзаконных актов, постановлений правительства, приказов разных министерств и так далее. Ну, некоторые эксперты насчитывают их возле 44-го, вокруг 44-го федерального закона, около 800 еще других подзаконных актов. То есть это огромное количество, так скажем, законодательства, где порой, ну не то, что порой, кто работает в этой сфере, оно не успевает даже за этим следить, а говорить о предпринимателях, они точно не успевают. И вот сейчас готовится еще один пакет изменений, большой пакет изменений. Но Совет Федерации, предложение было пока его приостановить.
То есть, так как и предпринимательское сообщество, ну и другие заинтересованные лица, они просто-напросто не успевают следить. То есть в год делается, у нас выходит несколько изменений, да, то есть достаточно сложно за этим все следить. Ну, вот основные задачи, то, что мы решаем, да, то есть я как раз сказал. Ну а если эти данные не секретные, то скажите, пожалуйста, на какую сумму ежегодно осуществляются закупки для нужд региона, и можно ли говорить о том, что есть какая-то динамика к увеличению или к снижению этой суммы, или из года в год более-менее цифры одинаковые? Нет, здесь никакой секретности нет, да, то есть все это в открытом доступе, да, то есть любой гражданин может в единой информационной системе Российской Федерации посмотреть эти данные. В прошлом году, если мы возьмем, то у нас было более 15 тысяч закупок, да, то есть через наш центр. Э, И сумма где-то примерно, ну, 65 миллиардов рублей, да, то есть, ну, конечно, если сравнить 2019 год в связи, ну, с пандемией, у нас и падение по количеству закупок, ну, а по объему денежных средств особо изменений нет. То есть здесь достаточно много у нас и национальных проектов, которые через нас проходят. И хотел бы еще отметить, да, то есть если возьмем прошлый год, позапрошлый год, 2019 год, то была экономия от всех торгов по разным бюджетам, то есть 2,5 миллиарда, то в прошлом году уже 3 миллиарда, да, то есть это на 500 миллионов больше, чем в 2019 году. То есть у нас предприниматели достаточно сейчас активно участвуют, активно участвуют в процессе самих закупок, уже многие научились, им это интересно. Ну, вот такие, скажем, цифры на сегодняшний день. Расскажите, а каким образом осуществляются полномочия Центра закупок в части централизации муниципальных закупок? Ну, да, здесь мы с муниципальным образованием тоже работаем в части некоторых программ, да, то есть а, это программа по детям-сиротам, оставшихся без попечения родителей. А, Они через нас размещаются, да, то есть мы проводим за них закупки. А, Также есть программа «Моя Якутия в 21 веке», да, то есть достаточно тоже программа именно рассчитана на муниципальное образование. Где-то в общей сложности у нас было 564 закупки на 2,5 миллиарда. А, Ну, данная программа, она рассчитана в основном на строительство разных объектов, да, то есть культурных центров, детских садов, ФАПов, школ и так далее. То есть в муниципальном образовании у нас достаточно такая плотная работа. И с этого года у нас еще с муниципалитетами будет работа по национальным проектам. То есть до этого они самостоятельно все это делали, размещали закупки, осуществляли закупки, то с этого года они переходят, централизовываться будут через нас. Вот вкратце так. Ну вот вы упомянули, что одной из задач вашего центра, причем установленной законом, является консультация заказчиков. Расскажите подробнее, как выстроена методическая поддержка заказчиков? Это все-таки работа только по обращениям или какие-то превентивные меры в виде проведения каких-то круглых столов с разъяснениями о изменениях и дополнениях федерального закона о закупках? Конечно, да, то есть, ну, это не только, да, то есть какие-то, скажем, ну, типовые у нас есть типовая документация, типовые контракты. Ну, если вот возьмем 2020 год, то было нашим учреждением проведено 21 обучающий семинар. Ну, в виде, к сожалению, вебинаров, да, то есть здесь мы приглашаем не только своих заказчиков, да, региональных, то и муниципальных заказчиков. И, соответственно,
Здесь мы стараемся, вот то, что я сказал, по нововведениям доводить им эти изменения, да, то есть и как работать и так далее. Ну, кроме заказчиков, да, еще раз повторяю, это у нас участники закупок, это предприниматели. С ними также проводится работа по семинарам, вебинарам, и, соответственно, они могут и прийти по телефону, да, то есть мы даем разъяснительную конституционную работу, такую методическую. Ну и еще в прошлом году у нас такое мероприятие было вместе с финансовым университетом при правительстве Российской Федерации. Мы проводили на знание закона то есть в виде тестирования на знание законов специалистов по закупкам. Ну, достаточно неплохое мероприятие. Ну, у наших специалистов знания по тестам оказались выше среднего, так, в общих чертах, можно сказать. Ну, есть где-то пробелы, но эта цель была именно выявление этих пробелов, у кого где, на чем можно их отрегулировать и направить на правильность работы самой. Вкратце все. Ну, мероприятие, безусловно, важное, пробелы выявили, теперь есть над чем работать в ближайшем будущем. Расскажите, на каким образом устроена цифровизация процесса закупок? Все-таки процесс довольно-таки серьезный. Да, информационная, вообще, региональная информационная система, она называется Веб-торги КС, она у нас уже функционирует с 2011 года в республике, и все заказчики, разработчиком является компания K-Systems, это Чувашская республика, Чебоксары, и, соответственно, все заказчики работают по этой системе, то есть направляют заявки по этой системе. Эта система интегрирована с единой информационной системой Российской Федерации, да, закупки Gov.ru. И, соответственно, в этой части, в принципе, у нас и технические, и техническая поддержка имеется, если у кого-то есть проблемы или что-то. Они всегда могут возникнуть какие-то небольшие вопросы. В этой части работа ведется. И с прошлого года мы еще в каких-то моментах начали работать с системой «Гарант». Тоже немаловажно. Новые наши партнеры. Вкратце так. Как бы ни хотелось, давайте немножко поговорим о проблемах. Какие проблемы существуют в контрактной системе? Здесь, общее я уже назвал, да, то есть это часто меняется у нас закон, часто изменение закона, да, то есть это достаточно такая глобальная проблема. Есть проблема по кадрам, тоже важно. То есть тех специалистов, которые работают в данной сфере, именно квалифицированных, их недостаточно на сегодняшний день. То есть востребованность достаточно большая, да, то есть постоянно заказчики, ко мне обращаются и так далее, специалист или ушел, или перешел, или что-то, где найти данного специалиста. То есть с улицы его найти бесполезно. То есть, как правило, это у нас с образованием юридическим бывает, с экономическим. Тут у всех разные специальности. То есть у нас дополнительное образование, повышение квалификации. И этот вопрос достаточно непростой. Да, то есть, следующее, скажем, не проблема, да, то есть мы много делаем предложения, да, то есть нам приходят запросы и от Государственной Думы, от Российской Федерации, да, то есть это по всем субъектам направляют, что мы сделали какие-то предложения, да, то есть от главы республики. И последнее у нас, такая, достаточно существенное предложение было ввести
преференции на Дальнем Востоке, а также вот арктической зоны России. А, Здесь что это означает, да, по-простому сказать? Это когда предприниматель, юридическое лицо, ну или индивидуальный предприниматель, он зарегистрирован в республике Саха-Якутия, то он получает преференции в виде 15% от предложенной цены. То есть это аналогия законе, оно с 2014 года работает, да, то есть, ну, работает по учреждениям уголовно-исполнительной системы и организация инвалидов. То есть, если еще проще объяснить, например, ну, начальная максимальная цена аукциона 150 тысяч, да, грубо говоря. Идет торги, и оно спускается там до 100 тысяч. И, соответственно, тот, кто выиграл, и он зарегистрирован в арктической зоне, то, соответственно, он получает 15% преференции и добавляется 15 тысяч, да, если со 100 тысяч если мы берем, то уже будет не 100 тысяч, он будет заключать контракт, а до 115. Ну вот такие предложения Министерства Минвостокразвития Дальнего Востока приняло, да, то есть и с этим предложением они вышли в Государственную Думу. И, здесь, конечно, они весь Дальний Восток с проекта убрали, но арктическую зону они вот именно с этим предложением они вышли. Ну, достаточно интересный проект, если его примут депутаты, да, то есть Совет Федерации поддержит, то будет такой незначительный вклад в экономику республики. Почему в экономику именно? То если будут из других даже регионов регистрироваться у нас, да, то есть в качестве предпринимателей, чтобы получить эту преференцию, то, соответственно, тут один вывод, да, то есть у нас налоги, поступление налогов, оно увеличится. Вот такие задачи, да, то есть, основные проблемы, да, конечно, так скажем, я вижу в этом. Ну, еще есть одно такое достаточно серьезная, так скажем, проблема, но это больше всех касается, которые работают в этой сфере. У нас нет до сих пор, конечно, единообразия толкования законов. То есть о чем я говорю? У нас контрольных органов очень много, да, то есть начиная там Федеральной антимонопольной службы, Министерством финансов, прокуратура, суды, то есть и по одному тому же, так скажем, статье и так далее, у каждого свое мнение. То есть каждый по-разному толкует. Но это, еще раз повторяю, от того, что очень меняется быстро законодательство. И иногда бывают такие случаи, когда хоть что-то не сделай, какое-либо решение ты не принял, ты все равно будешь виноват. То есть, например, антимонопольная служба скажет, вы правильно сделали, а Министерство финансов или прокуратура скажет, вы неправильно сделали. Ну и что делать? Вот такие, наверное, проблемы. Получается, следующий мой вопрос будет как раз в продолжении предыдущего. Как разрешаются возникающие спорные вопросы в контрактной системе? Ну, да, я здесь, наверное, уже повторюсь, да, то есть спор у нас, вообще вот торги, это, как в спорте, да, то есть проигравшая сторона всегда, она, скажем, недовольна, да, то есть что она проиграла, считает, что, незаконно все это и так далее. Он имеет полное право, конечно, жаловаться в первую очередь антимонопольную службу. У нас работа ведется с управлением антимонопольной службы Республики Саха-Якутии. Достаточно много жалоб рассматривается. В прошлом году больше 800 жалоб было. Появились, конечно, у нас из них где-то 80% это профессиональные жалобщики, которые вообще никогда не участвовали в торгах и так далее, из других регионов.
есть такой момент. Ну и, конечно, у нас контрольный орган — это Министерство финансов Республики Саха-Якутия. Ну и основной, наверное, это суды, да, то есть, ну, что касаемо судов, длительность рассмотрения, конечно, она большая, и, соответственно, если заключен контракт, то если он исполнен еще, то суды уже ничего не могут с этим сделать. Да. То есть, и в основном все жалобы у нас рассматриваются в УФАСе. То есть одна тоже направление нашей работы ежедневно рассмотрение какой-то либо жалобы в УФАСе. Скажите, а есть ли какие-то достижения у нашей республики в сфере закупок, о которых можно с гордостью заявлять? Ну, в прошлом году у нас Республика Саха-Якутия, да, то есть по итогам национального рейтинга прозрачности закупок, вошла в топ-10 регионов Российской Федерации, где проставлена гарантированная прозрачность, да, то есть заняв 6-е место, достаточно, ну, так скажем, серьезная. Это цифра всех субъектов. Позапрошлом году, в 2019 году, было 7-е место, а в этом году вот 6-е место. Да. То есть, ну, вообще вот по закупкам среди субъектов мы входим по количеству в 5-ку субъектов Российской Федерации по размещению, по количеству, а по объему мы находимся на 2-м месте. И здесь результаты такие достаточно серьезные. Ну, будем развиваться дальше, чтобы занять более высокие места. Алексей Юрьевич, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо. До свидания. Это была программа «Актуальное интервью». Централизация государственных закупок товаров, работ и услуг с заказчиками республики. Об этом мы говорили с нашим гостем. Это директор Центра закупок республики Алексей Попов. Берегите себя, носите маски, соблюдайте дистанцию в общественных местах и дезинфицируйте руки. До встречи в эфире.